Избирательные участки в столице Коми открылись рано утром, и уже в начале 9-го первые избиратели. Наиболее активные уже обычно люди старшего возраста. Я голосую вообще. Надо лучше, чтобы было где-то кому-то. Галочку поставил. По дороге к урне несколько дезинфицирующих постов. Кажется, вирус здесь точно не пройдет. Каждого участника голосования встречают с термометром. Дальше круче. Далее предоставляется возможность обработки рук антисептиком. Каждому участнику голосования предоставляются перчатки, маска разовая. И он получает возможность сразу же взять ручку. И после прохода вот по такому специализированному коврику, на котором вылит специальный раствор, он проходит членам участковой комиссии. Столы членов участковой комиссии на безопасном расстоянии от голосующего. Передать паспорт не просят. Заполнять бюллетень надо в кабинке, а она без шторки. Это чтобы лишний раз руками ее не трогать. Здесь очень большие комплексы мероприятий. Это и санитарная обработка, и периодическая влажная уборка хлорсодержащими жидкостями помещений для голосования, и проветривание, и экипировка членов участковых избирательных комиссий. Наряду с маской, перчатками, антисептическими растворами они будут использовать защитные экраны, надеваемые на лицо. То есть, если все меры будут соблюдаться, они считаются достаточными для того, чтобы предотвратить возможность передачи заболевания. Все предлагаемые конституционные поправки в один бюллетень не влезли. Их напечатали на специальных информационных плакатах и вывесили на видных местах. Одна из важнейших поправок – доступная и качественная медицина. Если это будут внесены эти изменения в Конституцию, это значит, что на эти изменения будут выделяться финансы. А поскольку изменения будут касаться каждого человека, то есть вот доступность в любом месте проживания, это очень важно, а особенно для нашей республики, потому что у нас большие расстояния, у нас малая численность населения, но при этом у нас население все-таки болеет, и самое главное – это севера. И, соответственно, патология, связанная с этим, тоже есть. И поэтому, если для нас уже начали выделять целевые программы, и нам важно, чтобы эти целевые программы сохранились, и, значит, это было все законодательно закреплено. Защита государственного суверенитета, запрет чиновникам иметь зарубежные счета, перераспределение полномочий между органами власти, индексация пенсий и многие социальные инициативы, укрепление семейных ценностей, традиций и сохранение культуры. Конституционные поправки затрагивают, пожалуй, все сферы жизни человека. И даже о животных в обновленной Конституции позаботятся. Для нас, как для зоозащитников, важна поправка, касающаяся защиты животных. Принять ее поможет создать в обществе гуманное отношение к животным, а также станет основой для воспитания подрастающего поколения. И тогда нас перестанут сотрясать в истории, регулярно повторяющейся и в СМИ, в интернете, во всех соцсетях, о жестоком обращении с животными. К сожалению, большинство из этих случаев, несмотря на бурю возмущения и общественный резонанс, не находят достаточного отклика в правовой системе. Поэтому мы надеемся, что с принятием этих поправок будет создана правовая система, которая пропишет обязанности граждан в обращении с животными. Первый день голосования по конституционным поправкам прошел без каких-либо эксцессов, сообщила Общественная палата Коми. За процессом волеизъявления пристально следили 2257 наблюдателей от политических партий и общественных организаций. После закрытия избирательных участков урны на ночь опечатали, а сегодня утром в присутствии наблюдателей вскрыли, чтобы продолжить процесс. Досрочное голосование по конституционным поправкам продлится до 30 июня. Алексей Корчма, Олег Юшков, Павел Агутин, телеканал Юрган, Сыктывкар-Ухта.